Я как мама очень сильно переживаю, что из-за прививки с моим ребенком может быть что-то не так. В своей сценке ученицы наглядно показывают опасения и главные вопросы родителей насчет прививок. Вакцинация – это имитация естественного процесса. В организм вводятся те же антигены, которые попали бы в него возбудителем. Они не вызывают долгосрочных и серьезных изменений иммунной системы. Некоторые утверждают, что прививка от гриппа разрушает естественный иммунитет человеческого организма. Верно ли это? Ну, чисто теоретически, естественный иммунитет, конечно, всегда лучше. Но проблема в том, что человек, который заболел инфекцией самостоятельно, имеет повышенный шанс осложнений и летальных исходов. Это намного хуже, чем те же состояния человека при вакцинации. Мы просто меняем худший исход на лучший вариант. В мировой статистике инфекционные заболевания до сих пор считаются одной из причин смертности населения. Совсем юные ребята, исходя из таких мероприятий, уже понимают о важности вакцинации. Я получил очень полезную информацию даже от посетителей, которые пришли, от врачей, от руководителя Роспотребнадзора. Вакцинацию в любом случае надо делать, так как потом может дать очень сложные осложнения на весь организм. Также не совсем естественный иммунитет приседает после вакцинации. У нас в семье детей всего 5, и каждого из нас мама, естественно, прививала еще в младенческом возрасте, так как я считаю, это действительно важно прививать, потому что в дальнейшем, когда эти заболевания уже будут проявляться, то они будут переноситься в самой легкой форме. От вакцинации зависит жизнь миллионов людей. Так будет продолжаться, пока на Земле существуют вирусы и другие возбудители, которые сейчас удается контролировать при помощи прививок. Но реальность такова, что большое количество населения медлит с вакцинацией или вовсе отказывается от нее. У меня 10 детей, и все 10 детей у меня получили все прививки, которые должны были получить. Я очень довольна. На данный момент у меня дети переболели всеми болезнями, я могу сказать, но переболели в очень легкой форме. Прививка же есть анхет сон, а сей берештаю маснян рекомендовать уже ен, дабы избежать вот этих вспышек, которые на сегодняшний день у нас в республике, да и по всей России. Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных мер охраны здоровья. Защититься от инфекции можно только сообща. Мы были приятно удивлены, конечно, тем, как замечательно здесь это мероприятие проводится. И главное, что в нем участвуют в основном дети. Они сами, подбирали информацию. И я думаю, что то, что они сами разыгрывали эти сценки наших жизненных ситуаций, поможет им в будущем и наводнит их знаниями. И это очень хорошо. И с радостью вынужден отметить, что дети мудрее нас, и они лучше разбираются в ситуации, чем некоторые взрослые. Быть прививке или не быть? В советское время такой дилеммы даже не возникало. Сейчас перед родителями стоит выбор, и многие не делают прививки по той простой причине, что и после них дети часто болеют. Есть родители, есть такой контингент, которые вообще не хотят деток прививать, но мы максимально пытаемся им донести важность и опасность последствий, которые приводит данное заболевание. Ведь помимо полиомиелита есть ряд других инфекционных заболеваний, которые также отрицательно могут влиять на растущий организм. И если это можно исправить с помощью вакцинации, это необходимо сделать, поскольку другого никакого лечения для этого нет. Сейчас хочу сказать и как мама, и как руководитель школы. Начиная с осеннего периода дети пропускают занятия по состоянию здоровья. Это сказывается на учебном процессе. Конечно, это плачевно. Мы бы хотели, чтобы, как в мое время, когда я училась, чтобы привили всех учеников и была стабильная посещаемость. Иногда сразу после вакцины возникает небольшое проседание иммунитета. Это характерно для всех прививок. Происходит некоторая перестройка организма. Именно поэтому рекомендуется прививаться в сентябре или октябре, пока все еще вокруг не так интенсивно болеют. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.